Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русский язык, 4 класс, раздел «Моя родина Казахстан», 6 урок, тема урока «Я гражданин своей страны». Цель урока: ты будешь создавать высказывания по началу текста, понимать ключевые идеи текстов, соблюдать в речи и на письме грамматические нормы. Упражнение номер 1 прочитай. В нашем государстве есть книга законов и называется она Конституция. В Конституции записано, что Казахстан является независимым государством, и каждый человек с момента рождения становится гражданином Казахстана. Также в ней написаны права и обязанности гражданина. Какую информацию ты узнал? В Казахстане есть своя Конституция. Выпиши из текста выделенные слова: Конституция, государство, гражданином, право, обязанности. Поставь к ним вопросы. Конституция что? Государство чем? Гражданином кем? Что права? Что обязанности? Второе упражнение послушай. Много-много лет тому назад, как нам люди говорят, был придуман он, Конституция, закон. И с тех пор за годом в год его чувствует народ. Кто законы соблюдает, тот, конечно, уважает Конституцию, страну, людей и родину свою. Сабит Буканов. Назови ключевые идеи стихотворения. Конституция чествует. Выпиши из текста выделенные слова глаголы. Чествует, соблюдает, уважает. Третье. Определи форму, времени, вид. Несовершенный вид в настоящее время чествует. Несовершенный в настоящее время соблюдает. Несовершенный вид в настоящее время уважает. Упражнение номер 3. Выбери правильный ответ. Какой первый документ ты получил сразу после своего рождения? Какое слово стоит перед твоей фамилией в свидетельстве о рождении? Свидетель о рождении получил. Какое слово? Гражданином какого государства являешься ты? Я являюсь гражданином Казахстана. 4. В каком законе страны описаны все права и обязанности гражданина? Свидетельство о рождении, Республика Казахстан, гражданин или Конституция? Конечно же, Конституция. Страна описаны все права нашей Конституции. 4. упражнение. Поставь вопрос. Юные граждане Республики Казахстан обязаны любить и уважать своих родителей, уважать символы государства, любить и беречь свою родину, охранять природу. Упражнение 5. Выбери, какие слова, права есть у тебя. Выбери нужные словосочетания, запиши в тетрадь, подчеркни предлоги. Право на образование, право на защиту, право на отдых, право на помощь. Упражнение. Вставь нужное слово. Я гражданин Казахстана. С момента своего рождения мы находимся под защитой государства. У нас в Казахстане флаги, граждане гордятся государством, гербом, флагом или гимном. Вспомни местоимения, слова, которые указывают на предмет, признаки и количество, но не называют их. Упражнение номер 7. Словарный диктант. Ребята, списываем слова, местоимения. Мой, твоя, свое, наш, его, ваше, она, он, ней, никто, ничто, себе, себя, каждый, всякий, такой, столько. Как определить на то, что указывает данное местоимение? Они указывают на личность человека. Ребята, урок окончен. До свидания. До следующего урока.